Здравствуйте, уважаемые абитуриенты и их родители. Разрешите представиться. Меня зовут Сайфудиярова Елена Фаварисовна. Я доцент кафедры специальной педагогики и психологии Института педагогики Башкирского государственного педагогического университета имени Мехтафиддина Акмуллы. Сегодня я хотела бы вас немножечко познакомить с тем, каких специалистов готовит наша кафедра. Наверное, начну с того, кто работает на нашей кафедре. На нашей кафедре всего работает 9 преподавателей. Среди них есть кандидаты педагогических наук, психологических наук и доктор медицинских наук. Я представлять всех не буду. Если вам будет очень интересно, то вы можете заглянуть на сайт нашей кафедры и более подробно познакомиться с каждым нашим преподавателем. Помимо наших преподавателей, занятия вместе с нашими студентами ведут и наши работодатели. То есть это специалисты, которые работают непосредственно с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Это учителя-логопеды, учителя-дефектологи, олигофренопедагоги, которые работают в дошкольных учреждениях, в центрах реабилитации, в школе, инклюзивных школах, в школах специальных коррекционных школах. Но в данном случае, что вам, наверное, с чем вам нужно в первую очередь познакомиться? Заведующая у нас кафедры, кандидат педагогических наук Целюгина Ирина Борисовна. Соответственно, мы готовим специалистов по 3 профилям. Направление у нас 44, 03, 03 специальное дефектологическое образование и 3 профиля. Первое – это логопедия, вторая – это дошкольная дефектология, и третье направление, третий профиль – образование детей с интеллектуальными нарушениями. Последний профиль у нас только на заочной форме обучения. При поступлении на нашу специальность вы познакомитесь с тем, как правильно нужно работать с детьми, как правильно их обучать, как правильно их воспитывать, как к ним правильно подойти. Надо отметить, что наши выпускники очень востребованы в различных учреждениях, но перечислю некоторые из них. После завершения по этим направлениям, по перечисленным направлениям, наши студенты работают в коррекционных детских садах для детей с ограниченными возможностями здоровья, их достаточно много, во всех городах, во многих городах, в Уфе достаточно большое количество таких образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, коррекционных школах для обучающих с ограниченными возможностями здоровья. Также наши специалисты работают в общеобразовательных школах, массовых детских садах и школах, которые осуществляют инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. Некоторые наши выпускники работают в реабилитационных центрах и центрах психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Далее также наши выпускники работают в отделах управления образования, которые занимаются вопросами образования и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, ресурсных центрах, занимающихся вопросами обучения, воспитания и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, в учреждениях социальной защиты и в организациях медико-реабилитационного сопровождения. Для того, чтобы вы лучше поняли, чем все-таки занимаются наши студенты, наши выпускники, я предлагаю вам посмотреть видеоролики. Первый видеоролик, то есть вы лучше поймете, больше познакомитесь с деятельностью наших выпускников. Вам представят студенты нашего 3-го курса логопедия, покажут элементы занятий. Студенты 4-го профиля дошкольной дефектологии расскажут о своей будущей профессиональной деятельности. Также у нас представлены 2 видеоролика. Выпускницы заочного отделения по профилю образования детей с интеллектуальными нарушениями. В данном случае она покажет элементы занятий, которые она проводила с детьми с интеллектуальными нарушениями. Если вам будет интересно познакомиться с другими формами деятельности наших студентов, с деятельностью нашей кафедры, то предлагаю вам зайти на сайт нашей кафедры, которая будет представлена на презентации. Спасибо! Надеюсь, вам все понравится. И будем ждать вас с большим удовольствием на нашу кафедру. Спасибо! Меня зовут Алсу, я студент
студентка 4-го курса Института педагогики по направлению специальное дефектологическое образование. Профессия дефектолог очень необыкновенная и интересная. Число детей с ОВЗ постоянно растет, поэтому эта профессия актуальна и востребована. Меня зовут Рамазанова Регина. Я студентка 4-го курса Института педагогики по направлению специальное дефектологическое образование. Дефектолог – это профессия, которая объединяет в себе как медицину, так и педагогику. Несмотря на все сложности, в ней есть огромный плюс. Находить новые пути преодоления трудностей у детей с ОВЗ – это успех. А победы, которые дарят новые силы детям, родителям и педагогу, развивают желание достигать новых, более значительных результатов. Здравствуйте, меня зовут Ангелина. Я студентка 4-го курса Института педагогики по направлению специальное дефектологическое образование. Дефектолог – это особая профессия. Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети доброй души. Таким детям не все по силу, но они стараются преодолевать все трудности на своем пути. Меня зовут Рената, я студент 4-го курса Института педагогики по направлению специальное дефектологическое образование. В профессии дефектолога много трудностей, но несмотря на это в ней можно развить свой творческий потенциал, получить заряд энергии для движения вперед. Это непрерывный поиск, движение, как показать ребенку доступный мир вокруг, как научить его разумному мышлению и познать тепло от наших рук. Как не увянуть, а идти вперед. Меня зовут Циммерман Анастасия. Я студент 4-го курса Института педагогики по направлению специальное дефектологическое образование. Профессия дефектолог – это универсальная профессия. Можно работать как дефектолог, сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог. Я выбрала эту профессию, потому что это возможность стать путеводителем чьей-то жизни, дать необходимые знания, научить коммуникации детей, чтобы им успешно адаптироваться в обществе, в своей жизни. Профессия дефектолог очень интересная и обширная. Меня зовут Настя. Я студентка 4-го курса Института педагогики по направлению специальное дефектологическое образование. Профессия дефектолога очень важна в наши дни. Дефектолог работает с детьми, которые имеют существенные психические и физические отклонения в развитии. Если у вас особый склад души, вы инициативны, любите детей и хотите им помогать, то эта профессия для вас. Ребята, пришла весна, снег растаял, и даже лягушата выползли из своего пруда погреть свои лапки на солнышке. Давайте представим, что мы с вами тоже лягушата, что мы с вами тоже выползли погреть свои лапки на солнышке и решили повеселиться и пропеть одну песенку. Давайте проквакаем с вами одну песенку разными голосами. Высоким голосом. Кве-кве-кве. Кве-кве-кве. Ква-ква-ква. Ква-ква-ква. Давайте теперь тихо. Кве-кве-кве. Кве-кве-кве. А теперь внимательно слушаем мои стихотворения и повторяем за мной. Сразу покажу. Будем соединять наши пальчики. Сначала одной ручки, потом другой ручки. Автобус, троллейбус, машина, трамвай, о них ты на улицах не забывай. В морях корабли, ледоколы, суда, они очень редко заходят сюда. Все молодцы! Ребята, вы не устали? Давайте вместе с вами станцуем хоровод. Ручки есть?
ладошки здесь. Давайте станцуем с вами хоровод. Как начнутся слова, мы будем с вами идти вперед. Раз, два, три. А теперь пойдем налево. Раз, два, три. Соберемся. Раз, два, три. Разойдемся. Раз, два, три. Мы тихонечко присядем. Раз, два, три. Тихонечко пристанем. Раз, два. Ребята, мы с вами поиграли, а теперь давайте разомнем наши пальчики. Я буду вам показывать все движения для пальчиков, а вы будете смотреть на меня и повторять за мной. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Это только для ежа, это только для чижа, это только для бельчат, это только для зайчат, это только для бобра, а для волка кожура. Волк на нас сердит. Разбегайтесь кто куда. Мы сейчас будем с вами создавать веселую музыку. Я вам раздам музыкальные инструменты. И когда я буду пальчиком показывать, на кого я буду показывать, тот и будет играть. Хорошо? А давайте все вместе попробуем. А теперь представим, что мы с вами за рулем большого красивого джипа. Выставляем ручки перед собой, как будто бы держим руль. И покачиваемся со стороны в сторону, как будто мы едем за рулем этого джипа. Когда я скажу «вжж», мы все вместе скажем «вжж». Хорошо? Да. В ущелье средь скал побываем когда-то. И заедем в гости к ребятам. Бом. Дома, дома посидите, стучим кулачками. Бом, бом, бом. Никуда не выходите, стучим ребрами. Бом, бом, бом. Почитайте, поиграйте, растираем плечики. Бом, бом. Птичка крылышками машет и летит к себе в гнездо. Птенчикам своим расскажет, где она взяла зерно. Молодцы. Лежу, но на солнце не гляжу. Глазки закрываем, глазки отдыхают. Солнце гладит наши лица. Пусть нам сон хороший снится. Вдруг мы слышим бом, бом, бом. Прогуляться вышел гром. Попробуй, Богдан, застегни рубашку получится, у тебя красиво будет. Иголочки посчитал, сколько их было? Две. А сейчас сколько? Две. Две, ничего не потерялось? Ничего. Хорошо. Так, продолжаем, Артем. Нет, не снаружи, ниточка изнутри, поэтому продолжаем работу изнутри. Тяни, тяни. Подтягивай. Теперь вот в это отверстие. Нет, ты обратно идешь, не надо обратно. Чтобы ее пришить, нужно в соседнее отверстие. С этой стороны вытаскиваем. Аккуратно, не путай. Все. Все аккуратно? Аккуратно. Молодец, Богдан. Ниточку смотай, хорошо? Хорошо. Артем тоже закручивает. Все, давай теперь сделаем узелок. Чтобы сделать узелок на изнаночной стороне, мы вот так. И 2 раза в это ушко. Вот сюда. Так, вытаскивай. Да, туда. Нет, вот сюда. Вытаскивай иголку. И еще раз. Вот сюда вытаскивай. Подтягивай. Молодец. Теперь мы отрезаем. Отрезаем вот здесь, не слишком коротко и не длинно. Хорошо. Молодец. Куда ложишь иголку?
Вы будете эту нитку снимать? Снимай, можешь снять эту нитку, не остаться. Сколько иголок было? Было 2. А сейчас? Тоже 2. Тоже 2. Хорошо. Значит, ничего у нас не потерялось, да? Давайте теперь посмотрим, как у нас получилось. Попробуй, Артем, застегнуть. Так, ну-ка, посмотрим, Богдан. И не отличить, где было пришито, а где ты пришивал, да? Молодец, справился с работой. Хорошо, Богдан. 5 тебе можно поставить сегодня. Молодец. Сейчас Артем закончит. Вот. Получилось, да? Получилось, да. У Артема тоже хорошо получилось. А если бы были зеленые нитки, красиво было бы? Нет. Нет, конечно. Вот это Артем пуговичку пришивал. Молодец, Артем, тоже хорошо получилось. Чем мы сегодня с вами занимались? Пришивали пуговицы. Пришивали пуговицы к рубашке, да? Как этот вид работы называется? Мелкий ремонт. Правильно. Так, обводим. Не спеши. Водный маркер. Да-да-да. О, не торопись. Не торопись. Вот так вот, вот так, правильно. Вот, правильно, молодец. Все. О, да, пишем, проговариваем. О, хорошо, молодец. Данил, бери теперь салфетку и вытирай. Водный маркер стирается салфеткой очень хорошо, да. Ребенок отрабатывает нажим. И все вытирается, да, все вытирается хорошо. Таким образом разрабатывается не только мелкая моторика, но и крупная моторика, и сила в руке. Все, хорошо, молодец.